Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале «Якутия-24». О событиях вторника, 22 сентября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы. Строительство детсада, коронавирус и начало новой жизни Центра народного творчества. Айсен Николаев посетил Сунтарский район с рабочим визитом. Средства для победы над COVID-19. Минздрав разрешил испытание еще одной вакцины. У фермера из Тулагина-Кильдямского наслега сгорело около 30 тонн сена. Кто виноват и как бороться с поджигателями? Новый теремок для маленьких ленчан. Детский сад в Ленске распахнул свои двери. Подходит к завершению сезон сбора дикорастущих ягод. Наш корреспондент в Нерюнгри знает, каким способом удобнее всего собирать дары природы. И завершение огородных работ для дачников товарищества по Далданам совпало с выборами председателя. Что возложено на нового главу и какие проблемы оказались на поверхности. Сразу два землетрясения магнитудой 5,6 и 2,3 балла произошли с разницей в 15 минут в Иркутской области с эпицентром в 15 километрах от населенного пункта Култук Слюдянского района. Об этом в пресс-службе регионального МЧС сообщили сегодня. Очевидцы землетрясения сняли происходившее на видео. Так, винные бокалы, висящие на стойке для посуды и люстра на потолке раскачиваются под действием подземных толчков. Сообщается, что подземные толчки магнитудой 2,5-3 балла также ощущались в 4 районах Бурятии. Кроме того, сообщается, что в Иркутске введен режим повышенной готовности. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Исследования атмосферного воздуха в Якутске сегодня показали превышение нормы допустимой концентрации вредных частиц по 2 показателям из 7. Смогом от лесных пожаров накрыло более 20 населенных пунктов Якутии. Всего на территории региона действует 27 природных пожаров. Как уберечься от вредных примесей в воздухе, узнавала Юлия Михайлова. Роспотребнадзор исследует атмосферный воздух столицы по 7 показателям. По 2 зафиксировано превышение нормы. Сегодня установлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по 2 показателям. Это PM2,5 и PM10. Превышение предельно допустимых концентраций были установлены на 8 часов утра и во время обеда в 13:30 часов. Исследования продолжаются. PM2,5 легко проникают сквозь биологические барьеры и поэтому представляют наибольшую угрозу для организма. Такие примеси могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Как уберечь свое здоровье? Человек болеет какой-то хронической болезнью, скажем, условно бронхиальной астмы. Ему нужно на период дыма усиливать имеющуюся терапию. То же самое касается больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если давление повышенное, предполагается, что во время задымления давление будет повышаться еще. Получается, дозу препаратов, которые не препараты, тоже нужно увеличивать. И тогда в таком случае, мы будем предотвращать воздействие дыма, то есть при обострении мы будем снижать обострение заболеваний, которые имеются, если будем увеличивать лечение, которое мы получаем. Якутск уже несколько дней в дыму от лесных пожаров, действующих в соседних районах. В первую очередь от смога страдают пожилые, дети, сердечники и больные с легочными заболеваниями. Как уберечься от вредных примесей, витающих в воздухе? Прежде всего, это маска. Дома закрытые окна, занавешенные мокрыми полотенцами. При ухудшении здоровья следует вызвать незамедлительно скорую помощь. Исследования атмосферного воздуха специалистами Роспотребнадзора будут продолжаться, пока не ликвидируют все природные пожары в регионе. На сегодня их 27. Юлия Михайлова, Григорий Николаев, Якутия-24. Сгорело около 30 тонн сена. Ущерб фермера из Тулагина-Кильдямского наслега составил более 170 тысяч рублей. Что стало причиной возгорания и какие меры принимаются по спасению хозяйства? Все подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. 18 сентября на острове Русский в 7 километрах от села Тулагина произошло возгорание сена. Силами крестьянских хозяйств часть заготовок была спасена, но ущерб оказался значительным. К сожалению,
ИП «Крестьянское фермерское хозяйство «Эргиз» Федоров, глава крестьянского фермерского хозяйства Иван Юрьевич Федоров. У него сгорело 95 рулонов заготовленное сено. Общий ущерб составляет 171 тысяча рублей. По словам местных жителей, они сталкиваются с таким впервые. Раньше бывали только случаи затопления заготовленного сена в период половодья. Ситуацию сглаживают только перевыполненные в этом году планы по заготовке. План заготовки у нас было 4,5 тысяч тонн в этом году, так как в этом году острова затопило, травы достаточно было, и силами наших крестьянских хозяйств мы заготовили 4875. То есть мы перевыполнили, но вот такой случай произошел, не очень хороший. Администрация Наслега уверяет, основная причина пожара – неосторожное обращение с огнем приезжающих отдохнуть на природе. В свою очередь, правительство республики говорит о том, что необходимо ужесточить наказание для виновников подобных происшествий, вплоть до уголовной ответственности. Я обращаюсь к населению, которое идет в лес, которое не умеет обращаться с огнем или специально поджигает. Все-таки нужно ценить наши ресурсы, лесные ресурсы, и ценить труд людей. Это я говорю о том ущербе, который получили сегодня сельчане в части сгоревшего сена. Ну и поручено отдельно усилить работу в части возбуждения уголовных дел, привлечения к административной ответственности органов МВД и МЧС. Пострадавшие составили акт и передали его в управление сельского хозяйства. Сейчас ожидается принятие решения о возмещении понесенного ущерба. Помимо этого, дело уже передано в полицию. Сейчас разыскивают виновных. Юрий Осипов, Иван Яковлев, Семен Семенов, Якутск. Рыбная отрасль Якутии получит научную поддержку. Министерство экологии республики подписало соглашение о сотрудничестве с тюменским филиалом Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии. Стороны договорились установить биотехнические показатели по выращиванию молоди рыб, провести мониторинг рек Ботума и Синяя, создать сектор искусственного воспроизводства водных биоресурсов в якутском филиале института. Республика подписала очень важное соглашение, которое направлено на решение актуальных задач в области развития и сохранения рыбохозяйственного комплекса региона, отметил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев. Глава Якутии с рабочим визитом посетил сегодня Сунтарский район. Сразу по прилету в село Сунтар Айсен Николаев отправился на строительную площадку нового здания детского сада. Его возводят в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Содействие занятости женщин». Из-за ограничительных мер в связи с пандемией строительные работы на объекте ведутся с небольшим отставанием от плана графика. Айсен Николаев поставил задачу завершить все работы в срок. Также глава региона провел рабочее совещание районного оперштаба по борьбе с коронавирусом. Айсен Николаев поручил держать эпидситуацию в Сунтарском районе на особом контроле. Еще одним пунктом визита стало торжественное открытие Центра народного творчества имени выдающегося народного певца и сказителя Олонхо Сергея Зверева-Кылуалла. Центр построен на спонсорские средства народного депутата республики, генерального директора компании «Арктик Капитал» Матвея Евсеева. Айсен Николаев выразил благодарность энтузиастам народного творчества, строителям объекта, всем, кто причастен к созданию центра. Как раз год юбилея такой прекрасный объект построен силами компании «Арктик Капитал» при поддержке администрации Сунтарского УСа. Замечательный пример высокой гражданственности, социальной ответственности, бизнеса и вот чисто такой человеческой любви к своей родине проявил Матвей Николаевич Евсеев, который долгие годы руководил, был руководителем алмазной промышленности, сейчас работает в золотодобывающей промышленности, но при этом вот колоссальные средства на самом деле вкладывает в культуру родного района. И, конечно, уверен, что все жители республики согласятся, что, конечно, сегодня вот вручение высшего ордена нашей республики, ордена «Полярная звезда» Матвея Николаевича Евсеева было на самом деле абсолютно справедливым и долгожданным. Новый теремок, прямо как в сказке, появился у маленьких ленчан. И этого события ждали не один год. Сегодня воспитанники детского сада «Теремок» переступили порог нового здания и стали полноправными хозяевами современно оборудованных просторных групп. Детский сад на 315 мест наконец открыл свои двери. Вслед за юными воспитанниками в новое дошкольное учреждение отправилась и наш СОПКОР в Ленске Анна Кожевникова.
Пространство, много воздуха, залитые солнцем группы, новенькая мебель, хорошенькие игрушки. Пока маленькие хозяева нового детского сада только обживаются. Сегодня первый день, как они вступили в свои владения. Порадовались новоселью и воспитатели, и родители. Тоже сегодня зашли, прям такие: ой, как у вас красиво, как у вас хорошо. Прям эмоций очень много. Немного же еще родителей, мало как бы пришли. Но думаю, что очень понравится, очень хорошо будет, положительные отзывы. Просторный спортивный зал, где будет работать 2 преподавателя. Большой музыкальный зал – это вотчина музыкальных руководителей. Для такого детского сада полагается 3 ставки. Отдельный пищевой и медицинские блоки. Здесь уже не просто медкабинет, а несколько помещений. Есть даже специально оборудованная палата для заболевших детей. Сад рассчитан на 315 человек, а в прежнем теремке было в 2 раза меньше. Наконец-то мы сегодня открылись. У нас пришло детей 71, работает 46 педагогов. Открылись 8 групп, еще открывается 1 группа из Белочки, потому что там ремонт идет. И в дальнейшем по прибытию детей будем раскрывать другие группы. Это будет у нас 13 групп, 26 воспитателей, педагогов еще больше, потому что там и дефектологи, и логопеды еще дополнительно. Вот. Обслуживать все это будут 2 старших медсестры и врач-педиатр. После длительной и трудоемкой процедуры переезда пришло время комплектации группы штата. В детском саду «Теремок» и так немало новобранцев. Молодые кадры постоянно вливаются в коллектив и проходят подготовку под руководством опытных сотрудников. Я работаю уже 2-й год, решила прийти сюда, учусь на воспитателя и хочу, чтобы было светлое будущее нашей страны. А дети – это и есть будущее, поэтому воспитание подрастающего поколения – это залог успешного развития всего социума, страны и мира в целом. А когда для этого созданы все условия, как в детском саду «Теремок», то воспитывать и приучать детей к прекрасному куда приятнее. Этот детский сад должен стать образцово-показательным в Ленском районе. Анна Кожевникова, Денис Семенов, Ленск. В Вилюйском районе Якутии появится 20 новых жилых домов. Многоквартирные дома построят в Вилюйске и поселке Кызылсыр к 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в эксплуатацию сдадут 101 квартиру. В настоящее время проводятся аукционы на земельные участки. Параллельно разрабатывается проектно-сметные документации. Отмечается, что на строительство домов предусмотрено порядка 430 миллионов рублей. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Средства для победы над COVID-19. Минздрав разрешил испытание еще одной вакцины. Подходит к завершению сезон сбора дикорастущих ягод. Наш корреспондент в Нерюнгри знает, каким способом удобнее всего собирать дары природы. Завершение огородных работ для дачников товарищества под Алданом совпало с выборами председателя. Что возложено на нового главу и какие проблемы оказались на поверхности. Продолжаем нашу программу. Минздрав разрешил испытание еще одной вакцины от коронавируса. Препарат разработали в центре имени Чумакова. В его испытаниях примут участие более 3000 добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны. Клиническое исследование вакцины против COVID-19 начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В Минздраве уточнили, что добровольцам будет предоставлена вся необходимая информация о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании. После вакцинации граждан переведут на изоляцию в стационар, где в течение 16 дней их состояние проконтролируют врачи. За минувшие сутки в Якутии выявили 66 новых больных коронавирусом. Согласно данным оперштаба, из них в Якутске 32, в Мирнинском районе 10, в Мегино-Кангаласском 9, Таттинском 6, Алданском районе 4, в Вилюйском районе 3 случая, в Нерюнгринском 2. Летальных исходов от COVID-19 за сутки нет. Лаборатории Якутии провели более 2500 исследований.
Воспитанников республиканского училища Олимпийского резерва в связи с открытием инфекционного стационара в здании разместят в гостиницах и общежитиях Якутска. Об этом нашему телеканалу сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина. Инфекционный стационар с 19 сентября начал принимать больных коронавирусом в легкой форме. В системе спорта республики есть другие помещения, в которых спортсмены могут жить и продолжать занятия. Есть соответствующие гостиницы и общежития в спорткомплексе «Триумф». Есть еще ряд других баз. Оперштаб действует в режиме повышенной готовности в соответствии с федеральными законами, отметила Ольга Балапкина. Перед принятием этого решения была очень четко проработана схема о том, что в целом в системе спорта республики есть другие помещения, в которых ребятишки могут жить непосредственно для того, чтобы этот процесс осуществлять дальше. У нас есть соответствующие гостиницы и общежития в «Триумфе». У нас есть еще ряд баз, в которых ребятишки могли бы жить. Поэтому решение оперативным штабом, который действует в режиме непосредственно по повышенной готовности, которая в соответствии с федеральным законом является режимом, по сути дела, ПРЕД-ЧС, является обязательным для всех. Полностью даны все разрешения Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия. Точно так же в последующем под ответственность Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия там будет и, соответственно, дальше размещаться детское учреждение, там общежитие, гостиницы, которые там существуют. Традиционная выставка-ярмарка сельхозпродукции «Продовольствие» в этом году не состоится. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. В связи с неблагоприятной эпидситуацией и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции проведение мероприятия отменено по решению правительства республики, говорится в сообщении. «Продовольствие-2020» планировали провести 26 и 27 сентября на Комсомольской площади в Якутске. Мероприятие должно было собрать около 100 предприятий. К другим темам. Завершение огородных работ для дачников товарищества «Тамарак» города Алдана совпало с выборами. Новый глава дачного поселка избирался путем голосования. Впрочем, кандидатура на пост управляющего была всего одна, да и та была выдвинута спонтанно. Какие задачи не решил экс-председатель, что возложено на нового главу и есть ли обязанности у дачников, в страсти «Тамарака» окунулась Татьяна Вахнина. Садово-огородная страда завершается. Большинство участков уже подготовлены к зиме. Дачное товарищество «Тамарак» крупнейшее в районе. На 27 улицах без малого 500 фазенд. Собранный урожай делятся огородники. Получился богатым, несмотря на то, что погода порой преподносила жестокие сюрпризы. Дачный сезон у нас открыт был нормально. Он и проходил нормально, если бы не град. Град много наделал пакостей. Прибил ягоду, всю клубнику. Дачный сезон, я считаю, пошел нормально, с переменным успехом. Такая есть поговорка: на Бога надейся, сам не плашай. Будешь трудиться, будет урожай и все на свете. Уходящий сезон для дачников Тамарака оказался ознаменован еще одним сюрпризом, вовсе не земледельческого плана. На традиционном собрании огородникам предстояло избрать нового председателя. Прежний управляющий Эдуард Калишников возглавлял поселок в течение 13 лет. Большинство проблем мы решали полностью с помощью управления, конечно, и дачников. Полностью отсыпали Геологическую улицу с правой стороны, центральную улицу отсыпали, как всегда сделали ямочный ремонт. Уход прежнего председателя стал для дачников неожиданным. К слову, занять пост главы дачного поселка желающих не нашлось. Кандидатура председателя, дачника и по совместительству предпринимателя Анатолия Потирухи была обозначена прямо на собрании. Проблема это как дороги, они везде проблемные. Тут надо искать выход и также с должниками решать вопросы. Вновь избранному главе Тамарака предстоит сформировать актив, круг ответственных лиц и помощников. Прежний президиум также ушел в отставку. Локальные проблемы имеют место всюду, будь то отдельно взятый дом, улица или населенный пункт. Ремонт небольшого участка дороги, замена части водопровода, работа у председателя есть всегда. У нас была большая проблема, воды не было, но Эдуард Петрович эту проблему решил. Поэтому электричество ЮЕС теперь уже подключило нам без отключения, нормально все.
Каждый дачник не только хозяин участка, но и член товарищества, что предполагает круг обязанностей, в числе которых оплата взносов. Эти деньги направляются на решение общих задач. Однако сегодня долг дачников перед правлением огромен. Минувший сезон в части активности оплаты исключением, к сожалению, не стал. Раньше было как бы более-менее, мы там 20-25%, 30% максимум не выполняли. То сейчас мы даже не выполнили. То есть нам дачники не заплатили даже половину. Товарищество предполагает единые для всех обязанности и совместное решение ряда проблем. Поселок может развиваться только при выполнении обязательств как членами правления, так и всеми дачниками. Татьяна Вахнина, Алдан. Подходит к завершению сезон сбора дикорастущих ягод. Для жителей Южной Якутии этот год стал особенно плодородным. Нерюнгринцы не припомнят, когда еще был такой богатый лесным урожаем год. Сезон сбора начался 10 июля, и до сих пор ягодные кусты еще не опустили. Каким способом удобнее всего собирать ягоду, знает Ирина Кичигина. Особой популярностью у населения пользуются голубика и брусника. Из них круглый год варят морсы, стряпают пироги, делают варенье и просто едят с сахаром. И это понятно, ведь эти ягоды обладают многими полезными и целительными свойствами. Опытные сборщики знают, как лучше собирать ягоду, чтобы сохранить кусты для следующего сезона. Ягоду мы собираем вручную, руками. Чтобы не повредить листья, можно в день набрать 30-40 литров ягоды. Бруснику мы продаем 300 рублей литр, голубику продаем 350 рублей литр. Ну, мы в 8-9 утра уходим и в часов 5-6 на камень сюда выходим, продаем ягоду. Для жителей села Иенгра голубика – это не только полезное лакомство, но и источник дополнительного дохода. Как только наступает сезон сбора, иенгринцы дружно отправляются собирать ягоды, чтобы к концу дня сдать ее оптовикам из Якутска. В этом году голубики было настолько много, что многие ягодники получили прибыль, превышающую их годовой доход. Кто-то на эти деньги собрал детей в школу, кто-то приобрел технику. Оптовиков было нынче как никогда. Принимали где-то в районе 250 рублей за литр. В этом году благодарны, что к нам приезжало много оптовиков. Даже были такие оптовики, которые закупали для своих лошадей. У кого-то есть такие дорогие особи лошадей, разводят где-то в Якутске, под Якутском. Они несколько фур покупали голубиков для своих лошадей. А для тех, кто уже планирует на следующий год отправиться в лес, мы напоминаем, что начинать сбор растений, не дождавшись их полного созревания, неминуемо ведет к их повреждению. Поэтому существуют специальные установленные сроки начала сбора дикорастущих ягод и плодов. Соблюдайте все необходимые меры, и тогда лес с благодарностью откликнется богатым урожаем. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Композиция «Хранительница очага» художницы-кукольника Харчаны Бапагай выиграла приз зрительских симпатий в международном виртуальном конкурсе авторских кукол. Мастерить куклы художница начала в 2015 году. Ее конкурсная работа выполнена из части ствола дерева, на котором вырос шар, похожий на улей. На севере, в густых дебрях нетронутой дикой тайги, давным-давно жили маленькие лесные человечки. Они ухаживали за хозяйством, охотились, собирали ягоды, растения и грибы. Бабушка в ожидании своих добытчиков топила печку, готовила сытный ужин и тихо пела мелодию предков. Мамы и бабушки были и остаются хранителями своего очага, рассказала о своей композиции Харчана Бапагай. Таким мы увидели вторник, 22 сентября. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.